Наш эфир начнем с брифинга о работе филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по республике. Предлагаем послушать. Филиал Фонда «Защитники Отечества» по Республике Саха-Якутия продолжает работу по комплексному сопровождению демобилизованных военнослужащих, членов семей погибших и без вести пропавших. На учете филиала фонда находится 198 инвалидов. Проводится работа по выявлению нуждаемости и обеспечению средствами технической реабилитации, не входящей в федеральный перечень. Это спортивные протезы и спортивные кресла-коляски для ведущих активный образ жизни и желающих заниматься спортом. Обеспечению ТСР подлежат 20 инвалидов, участников спецопераций. 20 заявок направлены в центральный аппарат на рассмотрение, из них 16 заявок одобрены. Обеспечили 2 военнослужащих с инвалидностью электрическими креслами-колясками с высокой проходимостью. 13 инвалидов обеспечили спортивными протезами. Инвалидов с паллиативным статусом, инвалидов с ампутацией, передвигающихся на креслах-колясках, с тяжелым нарушением опорно-двигательного аппарата обеспечиваем адаптивной одеждой. Направлено 34 заявки, из них одобрено 13 заявок. 6 инвалидам выдали комплекты адаптивной одежды. В целях адаптации жилых помещений нами оказывается содействие 25 ветеранам боевых действий, получивших инвалидность. Одобрены заявки на адаптацию 20 инвалидам. Из них 12 ветеранам завершили полный процесс адаптации жилого помещения. Еще 5 инвалидам в процессе доставки оборудования и монтажа. В рамках своих полномочий работаем с центром протезирования «Артамед Плюс». Производится доплата к электронному сертификату, выданному СФР, если стоимость протеза по сертификату ниже фактической стоимости протеза. Фондом, начиная с 2024 года, для инвалидов с парной ампутацией и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, выдаются автомобили с ручным управлением. По состоянию на 15 сентября текущего года в Газфонд направлено 3 заявки на получение автомобиля с ручным управлением. В настоящее время 1 инвалид с парной ампутацией проходит обучение в автошколе. После окончания курсов и получения водительских прав от него будет принята заявка на автомобиль. Также продолжается работа согласно указа от 14 ноября 2024 года номер 968 о выплате 1 миллиона рублей демобилизованным военнослужащим, получившим инвалидность вследствие военной травмы. На сегодня произведена доплата 133 военнослужащим с инвалидностью. Далее переходим к выпуску новостей. В студии Петр Васильев. Коротко о темах. Более 40 социальных объектов планируется ввести в Якутии до конца этого года. Ход их строительства и готовности обсудили на совещании с членами правительства. Национальная библиотека Якутии празднует вековой юбилей масштабным форумом. 4-й международный библиографический конгресс стартовал в столице. Саха-академический театр имени Платона Аюнского открывает юбилейный 20-й сезон. 18 сентября театр распахнет свои двери для зрителей спектакля «Мать». Более 40 социальных объектов планируется ввести в Якутии до конца этого года. Ход их строительства и готовности обсудили члены правительства. Так, строительство спорткомплекса в микрорайоне Спортивный задерживается в связи с переселением горожан из аварийного жилья. Его планируют ввести уже в следующем году. В селе Мата Мегино-Кангаласского района будет готов дом для престарелых и инвалидов. Помимо этого рассмотрели ход строительства одного из крупнейших культурных кластеров Дальнего Востока – Государственной филармонии Арктического центра эпоса и искусств. Работа идет в ускоренном темпе, готовность объекта 83%. Готовность объектов, она достаточно высокая, то, что сегодня рассмотрели, да, вот как я сказал, водные объекты, но ряд таких рабочих моментов есть, которые нами совместно с заказчиками решается, поэтому по вводу объектов изначально мы планировали порядка 60 объектов в текущем году, но с учетом того, что ряд объектов перенесены из-за перевода лимитов, также есть вопросы по финансированию, есть и технические вопросы, и, соответственно, общее количество водных объектов у нас корректируется и сейчас составляет более 40 объектов. Запланированные на лето ремонтные работы Аймиконский филиал теплоэнергосервиса в намеченные сроки выполнил. Проведены капитальные ремонты 5 котлоагрегатов и 4,5 километров тепловых сетей. В сжатые сроки были проведены восстановительные работы в селах, пострадавших от дождевого паводка. Все котельные района включились в работу в соответствии с установленными нормативами и погодными условиями. А вот теплоэнергосервис разработали и выполнили ремонтную программу по тепловым сетям. Это составило 4,5 километра тепловых сетей
и капитальный ремонт 5 водогрейных котлов, в том числе 3 котлов серии КВТС. Отопительный сезон мы раньше начали, чем происходило это обычно, там на 2-3 дня. И, соответственно, 4 сентября мы запустили сельский буст, в первую очередь Омикон. И до конца прошлой недели запустили все остальные, в том числе и Чугей, там Тор, Сарданох. 8 сентября мы стартовали на объектах теплоснабжения райцентра. Сегодня в Верхневилюйске торжественно установили первую сваю будущего здания отдела полиции. Объект будет трехэтажным. Разместится здесь здание территориального органа внутренних дел по Верхневилюйскому району с изолятором временного содержания, а также с гаражом на 28 стояночных мест, тиром для сотрудников, вольером для служебных собак. Помимо этого, в здании разместятся и места для оказания государственных услуг населению. По республике у нас на текущий момент времени выделены денежные средства на поставку модульного здания для оказания госуслуг в Нюрбинском районе. И сейчас поставка здания уже заканчивается. Там будут оказываться госуслуги населению по линии госавтоинспекции, по линии паспортно-визовой службы. Выделено финансирование на поставку модульного здания райотдела в Жиганском районе. Площадка выделена, и уже планирую, что в конце сентября закончится официально аукционное мероприятие. Денежные средства выделены на 2026 год. В 2026 году Жиганский отдел будет находиться уже в новом объекте, в новом здании. В Усть-Алданском районе 3 семеноводческих хозяйства приступили к уборке зерновых уже с середины августа. Данную культуру посеяли на 1399 гектарах земли. Из них на 321 гектаре посеяны пшеницы местных сортов Туймада и Приленская 19. По оперативным данным, на 15 сентября из 1296 гектаров земли собрано 1626 тонн семени. Осталась пара пашни, их закончат в эти дни, по которым данные еще вырастут на пару сотен тонн. Пшеница у нас местного сорта Туймада, овес также Виленский и рожь Чалбон. А также выращиваем многолетние травы, кострец безустый Эркяни. А качество в этом году какая урожай? Ну, качество урожая в связи с погодой отличное, и урожайность сельхозкультур также хорошая. К другим темам. В июле этого года Россия значительно снизила использование доллара и евро в своих внешнеторговых операциях. Показатели оказались рекордно низкими. Доля валют в импорте составила 14,6%, в экспорте 13,1%, что на 1,5 процентных пункта ниже предыдущего значения. Применение доллара и евро стало минимальным при поставке товаров в Африку и страны Карибского бассейна. Однако иностранные валюты сохраняют значительное влияние в расчетах за российские товары, поставляемые в страны американского континента и Европу. В основном Россия использует для оплаты импорта рубль. Его доля в июле составила 55,1%. Национальная библиотека Якутии празднует вековой юбилей масштабным форумом. 4-й международный библиографический конгресс стартовал в столице. Его участников поприветствовал Айсен Николаев. Глава республики наградил работников библиотечного отдела, а также объявил о запуске нового проекта «Семейная библиотека. Сила книги». Цифровая коллекция классических произведений и мировых шедевров будет доступна всем жителям Якутии. Всего же за 3 дня в Конгрессе примут участие эксперты из 16 стран и 81 региона России. В центре их внимания тенденции развития библиографии и роль библиотек в цифровую эпоху. Моя секция будет, где я буду принимать участие, это секция по искусственному интеллекту и представление, связанное с искусственным интеллектом, поскольку занимаюсь я этим вопросом. Развиваем направления, связанные с будущим библиотек в той среде, которая будет связана с применением искусственного интеллекта. Поэтому я думаю, что заседания будут очень интересными, насыщенными. Ну и, конечно, мы ждем дискуссии, потому что брать искусственный интеллект от коллег и не преобразовывать его, конечно, нужно преобразовывать, нужно изучать, нужно знать, как он работает.
Айсан Николаев встретился с основателем якутской анимационной студии УУ Николаем Кудриновым. Николай показал главе республики проекты, над которыми сейчас работают мультипликаторы. В разработке у студии коллаборация с известным блогером Панда Саха. Это манга с покорившим соцсети якутянином выйдет уже в декабре. Ну а в ближайшие несколько лет зрителю будет презентован аниме-сериал «Меню приключений», где Панда Саха станет одним из персонажей. Напомню, студия «Резидент Квартал труда». Аниматоры занимаются созданием мультфильмов, вдохновленных якутской культурой. По итогам встречи Айсан Сергеевич сказал, что хорошо, в правильном русле идем. Анимация сейчас также влияет, как и фильмы. И то, что наша анимация, она не имеет своего языка. То есть это каждый ребенок может понять через анимацию информацию, любую информацию. И мы, в свою очередь, рады, что он поддержал наш проект. В Якутске прошла премьера документального фильма режиссера Милы Кудряшовой «Мозг. Традиция. Мечта». Единственный показ состоялся в культурном центре «Сергелякские огни». Фильм создали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его снимали в Якутске, Москве, Курске и Казани. Лента объединяет 3 новеллы о людях искусства и культуры. Идея этого фильма зрела очень давно, наверное, с первого моего фильма, когда я снимала про кризисы. Тогда пришла идея снять о мечте, но прошло больше 10 лет, когда он состоялся. И мой соавтор идеи – это Валентина Романова-Чискырой. На ее фильме «Чискырой» мы задумали эту идею. Этот фильм про то, как сбываются мечты, что такое новые технологии и как нам выжить в мире, когда надвигается искусственный интеллект, что нас спасет и что нас приведет к нашим мечтам. Ну а Саха академический театр имени Платона Аюнского открывает юбилейный 20-й сезон. Уже 18 сентября театр распахнет свои двери для зрителей спектакля «Мать» по мотивам произведения классика мировой литературы Карла Чапека. Театр продолжает радовать зрителей своими предыдущими спектаклями. В репертуаре сохраняются несколько популярных спектаклей, успешно представленных в прошлом сезоне. Билеты можно приобрести в кассах театра и на официальном сайте. Действуют социальные скидки, а также доступна оплата по Пушкинской карте. Для студентов предоставляется скидка в 25% при предъявлении студенческого билета. В художественно-проектном совете мы посоветовались о 3 направлениях под руководством нашего художественного руководителя Андрея Савича Борисова. И там выявили 3 направления. Это тема ЗВО и социально-психологическое направление, как и бывает в драмтеатре, да? И 3 направление – это мистическое направление. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.